А я счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом. Я живу в Крыму, на своей родине. У меня хорошая семья. У меня мама со мной. У меня сын мой, который моя гордость. У меня есть муж, у меня есть люди мне близкие, дорогие. У нас есть одна мудрая поговорка. «Бірсіне бақсан фікір ет, бірсіне бақсан шүкір ет». Всегда есть к чему стремиться. Но надо быть благодарным Всевышнему за сегодняшний день. За то, что мы проснулись, за то, что замечательная погода. Надо быть счастливым и чувствовать это. Что для меня театр? Это вся моя жизнь. У меня даже в трудовой запись только одна. Я с самого начала, как только закончила университет, я поступила в Крымско-Татарский государственный музыкально-драматический театр. И вот уже 26 лет в сентябре было, как я служу в нашем театре. Это мой мир, это то, куда я прихожу и приношу свои мысли, свои наблюдения, свои какие-то свои эмоции, само собой, потому что профессия такая. Дарить людям радость. Я очень довольна тем, что я именно в этой профессии. Ahmetbay, Ne? bağışlanız ama öz evimizde özümüz çaresini taparız. Ay yaxşı. Ma, aşağı. Sağ ol. Kuyruk. Çok sağ ol canım. Когда я пришла в театр, к тому времени он уже существовал 5 лет. И мы еще застали Мерием Ибраимову и Айше Дитанову. На сегодняшний день я понимаю, что это вот как раз связующее звено поколения до военного театра и вновь возрожденного театра уже в Крыму. Men söyleyeyim sevdiğim kız alacak olasın valutanı pistole vay kudagıy alime altın kuşak men baylarım beline. Вот у них было другое ощущение, другое отношение к театру. Они были более трепетными. Плюс воспитание и вот этот перерыв, в котором они жили вне театра. Вот этот перерыв, вот эта тоска и по родине, и по своему театру, она еще более делала их отношения еще более трепетным. И они пытались вот в нас, в молодых, это населить, насадить. Вот, то есть они внушали. Во-первых, конечно, темпераментом. Крымско-татарским темпераментом, нашей харизмой, нашей работоспособностью. Даже в институте, в котором я училась, на актерском факультете, это замечали, что вот наша крымско-татарская группа, мы были по целевому набору, что мы очень трудолюбивы, что мы можем работать и день, и ночь, и у нас нет ни выходных. То есть если мы приехали за знаниями, то мы их получим. И я считаю, что все-таки какое-то целомудрие. Потому что сейчас в погоне за зрителем, вот особенно столичные театры, они очень грешат всевозможными такими методами и приемами, которые, например, в нашем театре я даже представить не могу, что такое в нашем театре возможно. Мы все-таки сохранили какую-то внутреннюю чистоту. По выразительности на сцене, я думаю, у нас, особенно в комедиях, бывает немножечко больше, чем надо было. Это больше, знаете, к традиции театра представления. Есть театр переживания и театр представления. И вот у нас, особенно в комедиях, частенько мы этим грешим. Грешим или наоборот в этом наша фишка. Судить зрителю. Biz promenadga çıktık. Soğuk ne? Bu Fransızca. Yani Tatarca aytsak, kezinme
birge ketemiz. Общаясь со зрителем, я понимаю, что нам в жизни хватает слез, проблем, нам хочется праздника, нам хочется веселиться, нам хочется радоваться. Но на самом деле любая комедия, если это качественная постановка, то за любой внешней такой бравадой, внешними таким фейерверком шуток, смеха всегда есть смысл, который, если человек думающий, если он это все осознает, он поймет, что не просто мы посмеялись, а мы что-то из этого поняли, что-то из этого вынесли. Kurti Ahmetovich, анда bir talay adamlar keldiler. Олар etsiminde kirecek olalar. Men artık kollarını tutup olamayım. Kulak asma, kire versinler. Olarga da айтмага laf taparmız. Вот есть такое слово профессионализм. У меня буквально недавно была ситуация, когда я, идя на спектакль, то есть уже при подготовке, получила очень горькое для себя известие. Я вышла на 2 остановки раньше, я проплакалась, а играть комедию надо было. Я, конечно, пришла в театр опухшая, зареванная, невозможно, потому что это потеря, с которой я не могу смириться. Я пришла, я сыграла. Я, конечно, проплакалась после, я проплакалась до, но в тот момент, когда я нахожусь на сцене, зритель не знает об этом. Зритель пришел за другим, и я не могу его обмануть. Это тяжело, да, это подрывает какие-то душевные силы, но это наша профессия. Жду. Я не знаю, наверное, нет таких артистов, кто сказал бы, да, я уже свою лучшую роль сыграл, и всегда есть к чему стремиться. На определенном возрастном, актер же, как и любой живой человек, он уже стареет, он не молодеет. И если, например, есть роли, которые я мечтала сыграть лет 20 назад, и есть роли, которые я сейчас уже в своем возрасте могу сыграть, имею право сыграть, имею право сказать то, что я уже прочувствовала, то, что я уже наработала. То есть не так, вот как я, например, 30-летней играла маму взрослого сына, а сейчас уже с высоты своих прожитых лет, уже со своего жизненного опыта, со своих переживаний, я уже, конечно, и по-другому сыграю. Я надеюсь, что я еще сыграю свою роль. И не одну. А я так далеко не заглядываю. Потому что мы под Богом ходим, и мы не знаем, что нас завтра ждет. Конечно, мечты, желания есть. Сыграть в хорошем, качественном фильме, сыграть главную роль в интересном спектакле. Нынешняя жизнь, она меня научила таким вещам, что нужно дорожить каждым своим мгновением, сегодняшним днем, потому что ты не знаешь, что тебя ждет завтра, ты не знаешь, что может случиться с твоими близкими. К сожалению, мы задумываемся об этом только тогда, когда происходят какие-то потери. И вот тогда случается раскаяние, что не досказал, не долюбил, что-то не сделал. А нужно жить сегодня, нужно любить сегодня и говорить об этом сегодня. Потому что вчера уже было, а завтра может не быть.